потому что привычка к роскоши заставляет людей растрачивать время и здоровье впустую. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, становиться жирным от безделья – это признаки конца света. И так люди кушают, жрут, кушают, и наполняются они. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. После этого, иншаллах, мы продолжаем в Исламском университете Украины онлайн-режиме наши лекции. Мы проходили недуги сердца, проходили темы недуги сердца, и мы говорили причины роскошества. Первое – это далеко летящие мечты и забвение смерти. Второе, мы сказали, слепое подражание и влияние общества, в котором живет человек. И это общество, если на него влияет, и если он также слепо подражает своему обществу, и человек пристрастно относится к роскоши этого мира. Слепое подражание, оно порицается наоборот. Если общество пьет, он пьет. Если общество наркоманы, то они наркоманы. И если общество многобожьем занимается, он тоже многобожьем занимается. Он не может иметь свою волю. Он не может сам определиться. Почему? Да потому что у него нет знания. Да потому что он не смог определиться, искать знания и определять, что правильно, что неправильно. И влияние общества губит человека, в котором живет этот человек, мы сказали. Третье, сказали мы, причина роскошества – плохое воспитание. Плохое воспитание, многие родители не указывают детям правильный путь, не ругают их в жизни. Особенно если учесть, сколько разновидностей роскоши и расточительства видят они вокруг себя. Эти дети, когда они видят роскошество, расточительство, они хотят также вести себя, как и свои старшие родители окружения. И поэтому этих детей общество портит. У людей, видимо, интернет слабый, поэтому они не могут заходить. Причина такая обычно бывает у нас. Четвертое, сказали мы, причина роскошества. И, то есть причина роскошества, да. Четвертое, состоятельность и изобилие благ. Состоятельность и изобилие благ. Богатство ослепляет и оглушает человека. Что делает богатство? Ослепляет. Человек становится пристрастным к богатству. И он ослепляется этим. Богатство ослепляет и оглушает человека. До такой степени он не видит и не слышит он. Что стало народами до этого, которые относились к этим мирским благам пристрастно. Пристрастие к мирским благам губит людей. Оно зовет его к безделью. Если у человека состоятельность, изобилие в благах, то оно зовет его к безделью, наслаждением и отдыху. То есть люди забывают, для чего они были созданы. Цель создания человека. Господь его создал, Аллах его создал человека, чтобы он служил Аллаху, чтобы он поклонялся Аллаху, чтобы его расписание было между намазами. Не намазы должны идти за его страстями, не молитвы, а он должен делать свое расписание дня между намазами, между молитвами. Оно зовет его к безделью. Что зовет? Состоятельность, изобилие. И также наслаждением и отдыху. Подталкивая его к расточительству, к ненужным тратам, да еще. Всевышний Аллах сказал в Коране, но нет, заходите. Аллах сказал в Коране, но нет, человек приступает к границе. Человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Сура Сгусток, Сурат Аль-Алак это было. 6-7 аят. Сурат Аль-Алак. Икра бисми раббика аллади халак. Это сура. И там Аллах об этом говорит, но нет, калля, имеется в виду, калля инналь инсана летга аррааху стагна. Но нет, человек приступает к границе дозволенного. Тогда, когда человеку кажется, что он ни в чем не нуждается, что он самодостаточен. Вот эта состоятельность, изобилие благ,
человека бывает губит и доводит его как подобие фараона. Как фараоном, что с ним случилось? Он себя возобновил Господом Богом. Он возобновил, что люди ему должны поклоняться. И так он людей мучил. К наиболее очевидным проявлениям выхода из установленным Всевышним предела относится высокомерие. А это было у фараона высокомерие. У Абу Джахля тоже было высокомерие. Когда человек бывает богатый, человек бывает власть имущим, он бывает забывает, для чего создан человек. И даже фараон возобновил себя Господом Богом. Почему? Потому что богатство его погубило. Почему? Потому что власть его погубила. И поэтому пределы относятся именно тут высокомерие. Когда человек кичится дорожными благами, бесполезные траты, хвастовство и экстравагантность. Человека, наоборот, губит это все. Фараона потопило что на самом-то деле? Когда он гнался за Мусой, алейхиссалям, израильским народом. Израильский народ — это верующие люди, которые последовали за пророком Муса, алейхиссалям. Не исказили они в то время, Тору не исказили. Не исказили слова Муса, алейхиссалям, и они следовали за Мусой. Муса спасал израильский народ от беды, от рабства у фараона. И тогда, когда они были последователями пророка, они были спасенные. Тогда, когда отвернулись от пророков, они стали, наоборот, прокляты, и становятся люди, когда отказываются высокомерно от пророков. Последний кто нам послан? Последний пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Я же сегодня вам объяснял, последним послан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Всем людям и джиннам. До этого Моисей, Иса, алейхиссалям, они были посланы израильскому народу. А те, кто высокомерно отказались, как фараон, им подобные тираны, отказались последовать за пророком, выслушать пророка, они не слышат и не видят они. Поэтому после этого гибель становится таким тираном. Пятая причина роскошества мы сказали. Пятая теперь любовь к удовольствию, наполняющая человеческую душу удовольствием этого мира. Человек начинает удовлетворяться, бывает, богатством, или пристрастно относится к своему богатству. Ислам не запрещает зарабатывать. Ислам призывает, что больше зарабатывали. Ислам не запрещает зарабатывать. Но ислам что говорит? Ислам, религия, законы Аллаха говорят нам: регулируй себя, контролируй себя, чтобы ты не был пристрастным роскоши, чтобы ты не был пристрастным к этому миру, чтобы ты не был пристрастным к спорту тоже. Спортсменов сейчас коснулось. Во время Олимпиады, когда люди надсмехались над Иса ибн Марьям, должны были верующие люди, те, кто верит в всех пророков, они должны были встать и уйти оттуда. Мы бойкотируем вашу Олимпиаду. Это указывает на их веру. Но слабые люди веры, они этого не сделали. Верой люди, они этого сделали. Кто-то должен был порицать, кто-то должен был встать. Да, должны порицать. Почему? Потому что надсмехательство над одним пророком — это надсмехательство над всеми, над другими пророками, над религией Господа миров. Итак, баракаллаху фикум, что мы сказали? Любовь к удовольствиям. У них было удовольствие к этим мирским благам. И начали карикатуры делать, начали надсмехаться над пророком. Наполняющие человеческую душу, любовь к удовольствиям. Они удовлетворяются таким образом надсмехательством. Эта любовь инстинктивна по своей природе. Да, человек хочет забавляться. Человек хочет безгранично иметь свободу. Но Франция же не позволяет каждому прихожанам и, скажем, своему народу даже Франция не разрешает, много чего не разрешает. И даже гостям она не разрешает. Сделала границы, сделала дорогу, сделала светофор. Так, извиняюсь, дальше. Это любовь инстинктивна по своей природе. Всевышний Аллах сказал в Коране: приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Сура Али Имран, в 14 аяте Аллах об этом сказал. Зуина линнаси хуббу шахават. Да, Аллах разукрасил людям. Приукрашивает Аллах из чего? К любви, удовольствиям, как мы сказали, также доставляемым женщинами, также сыновьями, детьми. Человек радуется, когда у него есть жена, 2 жены, 3 жены, 4 жены. Тем более, если есть дети, богатство, золото, серебро, как Аллах упомянул нам только что. Радуется.
И если он идет к этой цели пристрастием, тогда это запрещается. Пристрастие, нарушая законы Аллаха. Нельзя жениться, нельзя плодиться, нельзя жить, нельзя зарабатывать пристрастно, нарушая законы Аллаха. Иначе человек станет кем? То есть тираном. И сама по себе эта инстинктивная любовь, непорицаемая, однако запрещается превозносить любовь к этим вещам над любовью к Аллаху и посланнику. То есть любить женщину можно, халяльную можно, свою жену. Также любить своих детей можно, халяль, пожалуйста, люби. Но не должно быть предпочтения над законами Аллаха, над Аллахом и его посланником, когда говорят, над тем, чем сказал Аллах и его посланник, не должно быть предпочтения другим. Также у жены не должно быть предпочтения. То есть она не должна слушаться мужа больше, чем Аллах и его посланника. И он тоже не должен подходить к этому вопросу, к жене или детям, или этим мирским благам, пристрастно он не должен подходить. Он должен себя контролировать. Жену иметь и любить жену можно? Можно, но не больше Аллаха и его посланника. Но не больше законов Аллаха и его посланника. Все должно быть в меру. Почему? Аллах тебе сам говорит, что это дозволенная любовь. Эта любовь дозволена. Да еще если она верующая мусульманка, ты обязан любить, и она тебя обязана любить ради религии Аллаха. Это обязательно любовь. Дальше идет любовь дозволенная, как между мужем и женой, как между детьми и родителями. Дозволенная любовь. А обязательно любовь когда? Когда родители мусульмане и дети мусульмане, они обязаны друг друга любить ради этой религии. Эта любовь ради Аллаха, которую они полюбили, с этой любовью они будут вечно в раю. Эта любовь остается в этом мире, и также с ними эта любовь попадет в рай, потому что они любили ради Аллаха. Эта любовь, почему вечна? Потому что Аллах вечный, и они любили друг друга ради Аллаха вечного. И вечная любовь, потому будет эта любовь вечная, потому что Аллах тоже вечный. И они будут в раю, инша Аллах, с этой любовью, потому что любили ради Аллаха, опять повторяюсь. Дальше. И сама по себе эта инстинктивная любовь непорицаемая, однако запрещается превозносить любовь к этим вещам над любовью к Аллаху и его посланнику. Скажи, сказано в Коране, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенные вами имущество, торговля, застоя, в котором вы опасаетесь, и жилище, которое вы облюбовали, милее вам, чем Аллах и его посланник, и борьба на его пути, то ждите, пока не наступит предопределенное Аллахом. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. То есть, если люди предпочитают что-то другое над Аллахом и его посланником, над борьбой на пути Аллаха, ты не должен предпочитать. Борьба, в первую очередь, человек должен бороться своим нафсом, своим эгой. Как вчера мне тоже задавали вопрос. Своим эго, если человек не работает, своим я. Ты никто. Ты капля. Когда умрешь, от тебя будет пахнуть еще. Гноить будешь. Станешь прахом. Ты никто. Не говори я. Скажи после того, как сказал Аллах его посланник. Да, ты человек. У тебя есть свое место. У тебя есть свое место. Никогда не смейте поднимать глаза против отца. Никогда. Отец для вас все после Аллаха его посланника. Ваши родители для вас все после Аллаха его посланника. Родители это для вас, как мы сказали, в хадисе Табарани приводится, посланник Аллаха сказал, отец является средним дверью рая. Отец, кем бы он ни был, какой религии он ни был, мусульманин он, не мусульманин он, ты должен относиться к отцу наилучшим образом. Также к матери. Недовольство родителей. Если твои родители не будут довольны тобой, ты не зайдешь в рай. Все, для тебя рай запрещен. Так что имейте борьбу с самим собой, своим эго. Борьтесь, баракаллаху фикум, чтобы заслужить этот рай. Рай заслуживают изысканные, избранные люди только. То есть избранные среди людей. Людей очень много, многобожников, неверующих, атеистов, их очень много. Но единобожников сколько? Мало. И теперь эти избранники из единобожников будут только в раю. И среди единобожников есть угодники Аллаха. Среди угодников Аллаха есть пророки, алейхиссалату вассалам. Их степеня еще выше будут. Поэтому, баракаллаху фикум, мы не должны забывать
Мы созданы для того, чтобы служить Аллаху. Пойти дальше за нашими пророками, за Адамом пойти в рай. Пророк Адам закончил свою работу на этой земле и перешел он в рай. Мы должны пойти за пророками в рай. Пророк Мухаммад последний послан. Через пророка Мухаммада только мы можем зайти в рай. Баракаллаху фикум. Дальше, что говорится в этих суратах? Сура покаяния, Тауба была 24 аят. Все наслаждения в этом мире подобны вину. Подобно чего вину? Однажды пристрастующему к ним очень трудно отказаться от них. От вина же трудно отказаться пьющим. И также, когда люди привыкают к этой роскоши, они должны уметь, как отказываться. Понемногу, понемногу, понемногу. Если ты привык каждый день кушать, скажем, шведский стол, привыкай отказываться теперь. Привыкай отказываться, чтобы ты не был из тех, кто роскошествует. Отказаться от них. Этот мир – вино шайтана, сказали ученые. Пристрастившийся к нему протрезвеет только оказавший в рядах умерших. Человек после смерти, он, как говорится, протрезвеет. Тогда вместе с другими, оказавшими убытки, он будет горько сожалеть о содеянном, за то, что он гнался за пристрастие этого мира. Халяльно, пожалуйста, кушай. Шведский стол кушать постоянно халяль? Нет, не постоянно. Потому что ты слишком привыкнешь к хорошей еде. Иногда чувствуй еду бедняков. Почувствуй, как кушают бедняки. Почувствуй, как живут бедняки. Баракаллаху фикум. Шестое теперь козни врагов. То есть какие козни? Понимая, что привычка к роскоши причина гибели народов. Раньше почему были погублены народы? Потому что они были пристрастны к роскоши. Потому что они, чтобы жить в роскоши, другим они вредили. Были несправедливые. Слабым были несправедливые. Соседям они были несправедливые. Итак, понимая, что привычка к роскоши причина гибели народу, недоброжелатели стали строить планы, цель которых приучить мусульман к роскоши и мирским благам, таким образом, чтобы заставить их проявлять лояльность по отношению к ним и любить их так, как большинство мирских благ и удовольствий сосредоточены в их руках. И теперь, сколько сегодня, посмотрим Эмираты и другие страны, посмотрите, с ума сходят они роскоши, с ума сходят они. Они думают, что им это сойдет с рук? Нет, валлахи. У Аллаха есть свои законы, справедливые законы. И другие богатые люди, которые с ума сходят в роскоши. Они думают, что после заката они отдали закат, они спасутся от мучения, наказания. Из-за них бывает наказание другим невиновным людям, если они не отдают закат и садака. Из-за них эти богатых людей. Итак, влияние роскоши на сердце. Тема у нас. Радость, вызванная мирскими благами, наслаждение ими, изнеженность, удовольствие мира этого, смертельный яд. Опять повторяюсь. Радость, вызванная мирскими благами, наслаждение ими, изнеженность, удовольствие мира этого, смертельный яд. Губит людей. Который бежит по жилам и оказывает очень вредное влияние на сердце человека. Изнеженность. Ниже приводятся некоторые примеры. Первый пример. Порабощение сердца. Сердце становится порабощенным. Здравое сердце, то, которое свободно от ширка, от многобожья. Предавание Аллаху сотоварищей, ширк имеется в виду многобожье. Сомнение, любви к миру этому, привязанности к нему. Поэтому обладатель такого сердца окажется в числе спасенных. Поэтому обладатель такого сердца окажется в числе спасенных в судный день, отличие от этих роскошествующих людей, сердца которых порабощены страстями и наслаждениями. В хадисе Абу Хурайры приводится, что посланник саллаллаху алейхи сказал: несчастен раб динара и дирхама, и раб бархата, и раб дорогой одежды. Если ему дают, он доволен, а если не дают, он недоволен. Да будет он несчастный, и да опрокинет он, и если уколет его колючка, да не излечит он ее. Хадис Бухари приводится. То есть несчастный раб динара дирхама. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям дает нам знать, что люди будут поклоняться деньгам, как сегодня доллар и евро поклоняются. Раньше динар и дирхам был. Как сегодня моде поклоняется. Дольче Габбана говорит: за что к Дольче Габбана покупаешь за такие цены? Чтобы их финансировать?
Купи нормально, солидную, аккуратную, стильную одежду купи. И так дальше. Раб динара дирхама, раб бархата, раб дорогой одежды. Зачем ты это делаешь? Для чего? Чтобы показать, что у тебя дорогая одежда? Ты пристрастен, ты стал рабом своей же одежды, ты стал рабом своего же кармана, своих же денег ты стал рабом. Будьте осторожны, ему дают, он доволен, когда ему дают. А если не дают, он недоволен. В хадисе говорится таким образом, хадис Бухари. Достоверный посланник Аллаха сказал в хадисе, да будет он несчастным. Дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этим людям. Остерегайтесь пристрастия. Итак, да опрокинется он, а если уколет его колючка, да, не излечит он ее. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о роскошестве сказал, что они рабы динару, дирхаму, дорогой одежды, потому что они любят ради этих вещей. Если ему подарили эту вещь, они любят. Другое обычно не хотят они. Допустим, изношенную какую-то, не хотят они. И ненавидят из-за этих вещей. И делают все ради них. Любовь и непричастность стала у них ради мирского. Харам алейкум. Харам, запрещено это. Любовь и непричастность имеет только право ради Аллаха и его посланника. Но больше нет. Любовь и непричастность не должно быть больше. Второе теперь. Привязанность к миру этому. И отвлеченность от мира вечного. Некоторые привязаны к миру к этому и забыли они, куда они должны идти. Все должны умереть, все должны пройти через смерть. А как они встретятся, с какими делами, с какими намерениями, с какими убеждениями? Какой верой он встретится? Какая вера у него? Как он себя вел? Итак, баракаллаху фикум, привязанность к миру этому, отвлеченность от мира вечного. Сердце роскошествующего человека привязано к удовольствиям. Всевышний Аллах сказал в Коране, но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, Аллах сказал, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Сура А'ля, Аллах сказал, Суратуль А'ля, аят 16-17 сказал. Ибн Каим говорит теперь, да помилует его Аллах. Он сказал, если сердца равнодушны к накрытым столам мира этого, они сядут за столы. Если сердца равнодушны к накрытым столам мира этого, они сядут за столы мира вечного вместе с приверженцами этого призыва. Вместе с пророками, алейхиссалату вассалам, с подвижниками они сядут. Если он, опять объясняю, был равнодушным к накрытым столам мира этого. Представляете? Тебя зовут на, как говорится, пир, а там спиртное, а ты там присутствуешь. Если ты там присутствуешь, знай, тебе не будет райских столов. Если ты там присутствуешь, тебе не будет райских столов. А тебе будет за это наказание, за то, что там алкоголь и запретная еда. Если там харам, и ты присутствуешь, тебе не будет таких столов. И так дальше. Они сядут за столы мира вечного вместе с приверженцем этого призыва, с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, с подвижниками. А если они удовольствуются столами мира этого, то лишатся столов мира вечного. В книге Фаваид приводится это. Да, шведские столы, каждый день он привык, не может отказаться. Говорит, завтрак шведский, обед шведский, ужин шведский. Да будь чуть-чуть, хоть неделю один раз покушай, хватит. Не будь роскошествующим, пристрастным. Третье теперь. Занято сердце попытками обрести счастье. Мы не говорим, когда гостей приглашают, гостям они ложат, маша Аллах, столы. Это гостеприимство у нас называется, да? Алхамдулилля, в исламе предпочитается гостеприимство. Третье. Занято сердце попытками обрести счастье. Цель многих людей, стремящихся к удовольствиям и разным видам роскоши, стать счастливыми. Не имея счастья, сердце человека пребывает в состоянии тревоги и беспокойства до тех пор, пока не обретет желаемое. Но счастье, обретаемое посредством мирских благ, мираж, который никогда не станет реальностью. Счастье не может быть полное счастье в этом мире. Баракаллаху фикум. Не полное счастье. Счастье, спокойствие твоей души. Когда ты знаешь, что ты покорен Аллаху, что ты делаешь правильно, ты создан Аллахом для поклонения, для служения, для возведения этой земли. Ты исполняешь правильную роль, алхамдулилля, это правильное счастье. Ты приобрел счастье, дорогой. Если ты не используешь свое время правильно, ты несчастен. Ты не пользуешься приобрести
вечное счастье. Если ты не пользуешься этим миром, как говорится, что посеешь, то и пожмешь. Неправильно у тебя была идеология, неправильное намерение было, неправильные стопы, то есть неправильной дороги ты шел, не по пути пророка ты был, саллаллаху ассалям. Значит, ты потерял свое счастье. Не имея счастья, сердце человека пребывает в состоянии тревоги и беспокойства до тех пор, пока не обретет желаемое. Когда он получает машину, там дом, может быть, то, он думает, все, счастье к нему пришло. Нет, не спеши. Но счастье, обретаемое посредством мирских благ, мираж. Война начинается, дом снесли, машину снесли, землетрясение снесло, которое никогда не станет реальностью. Это нереальное счастье. Реальное счастье закончит этот мир, будучи лучшей кончиной. Хуснул хатима. Закончит кончиной этот мир, выходить с этого мира, чтобы у тебя смерть была в покорности Аллаха. Вот, где бы ты ни был, халяльный заработок делаешь ты, себя прокормить, свою семью прокормить, альхамдулилля. Ты, значит, заканчиваешь правильно эту жизнь. Дальше. Человек бежит и бежит за ним, за этим миром, но счастливым так и не становится. Зейд ибн Сабит передает внимательно, что пророк, саллаллаху алейхи сказал, Зейд ибн Сабит приводит, говорил пророк, саллаллаху алейхи, дела того, чья цель мир этот, Аллах приведет расстройство его дела и поместит его бедность меж глаз его, и не достанется ему из мира этого ничего, кроме предопределенного ему, если он стремится за этим миром только. А дела того, чье намерение связано с миром вечным, ахират, у тебя цель искать довольство Аллаха, цель заслужить рая. А дела того, чье намерение связано с миром вечным, ахиратом, Аллах приведет в порядок его дела и поместит его богатство в сердце его. Аллах даст ему богатство в его сердце и приведет к нему мир этот против его воли. Он будет стремиться за ахиратом, за довольством Аллаха, а мир за ним будет бегать. Он будет за ахиратом, а мир за ним будет бегать. Вот такие дела в этом мире странные происходят. Когда ты стремишься за миром, мир убегает от тебя, этот бренный мир. А вечный мир, если ты стремишься, он за тобой бегает, этот мир. Чтобы тебя навязать этот мир. Шайтан старается, друзья шайтана стараются, да возьми этот мир. Ты будь покорным, где бы ни был. Иншаллах, как посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи фахия рагима, хочет этот мир или не хочет, она придет за тобой. Потому что Аллах приказал за тобой идти. Вот тебе этот мир. Я удивляюсь тех людей, которые убегают от довольства Аллаха, не стремятся познания религии Аллаха, не стремятся сохранить религию Аллаха, не стремятся оберегать ее, распространять ее. Ибн Каим, говорит, рассказывал о своем наставнике Ибн Таймии, который подвергался преследованиям и которого мучили и держали под стражей. У него забрали его свитки, бумаги, на чем писали, перья и чернила, и лишили его возможности поддерживать связь с внешним миром, посадили его. Это было во время его заключения в Дамаске. Ибн Каим сказал о нем: Аллах знает, я не видел человека, жизнь которого была бы лучше, несмотря на суровые условия и полное отсутствие удобства и комфорта. Жизнь его была, говорит, лучше. Несмотря на заключение в тюрьме, угрозы и мучения, несмотря на все это, относился к числу людей, ведущие самую замечательную жизнь. Смотрите, каким он был? Несмотря на все это, относился к числу людей, он и был из этих числа, ведущий самую замечательную жизнь. Ля иляха илляллах. Спокойное сердце было у него. Дальше он был спокоен и счастлив, а сердце его было сила в душе, радость, а на лице сияние благоденствия. Когда страх наш усиливался, и у нас появлялись скверные предположения, и земля начинала казаться нам тесной, мы шли к нему. Ибн Таймия, он шел, говорит. Мы шли к нему. И стоило нам увидеть его и услышать его слова, как все это разом улетучивалось, и появлялось спокойствие, сила, уверенность, умиротворение. Пречист тот, кто показывает своим рабам рай еще до встречи с ним, и распахивает перед ними врата его обители деяния, доносит до них благоухание его, заставляя их отдавать все силы ради обретения его
опережать друг друга в стремлении к нему. Один из них говорил, если бы правители из ученых, если бы правители и сыновья правителей знали о нашем положении, они сражались бы с нами со своими мечами, лишь бы обрести его. То есть правители старались бы нас лишить этого, но они не знают, как это приобретается. Это в Вабель книге приводится. Четвертое, теперь он говорит, роскошество влечет за собой другие, то есть недуги сердца. Роскошество приводит другие недуги сердца. И он говорит, это высокомерие, роскошество влечет за собой другие недуги сердца, это высокомерие, хвастливость, бахвальство, нарциссизм, и роскошество гонит прочь скромность и мягкость. Роскошество гонит прочь чего? Мягкость гонит. И чего? Скромность тоже. Пятое. Роскошество побуждает человека присоединяться к нечестивым. И они стараются придерживать планку, говорит. Я поддерживаю планку богатых людей. Я когда-то был богатым и теперь тоже поддерживаю планку. Почему ты поддерживаешь такую планку, чтобы быть нечестивцем? Крадет, убивает, может быть. Харамным пользуется, может быть. Причина в том, что нечестивых, порочных и развратных людей обычно много. Обитателей ада же много? Да, много. Где удовольствие и наслаждение, тогда как люди религиозные и равнодушные к мирским благам, напротив, обходят эти места. Проклятые места, голые места, там, где спиртное, алкоголь. Религиозные люди обходят эти места, наоборот. Обходят эти места стороной и не стремятся посещать их. Это религиозные люди. А люди, грешники, или, скажем, кому Аллах обещал проклятие, они им все равно. И они выбирают этот путь. Просим Аллаха благополучия. Одной из благочестивых как-то спросили, что сделало тебя равнодушным к миру этому? Он ответил, в нем мало верности в мире, много грубости, и соучастники его низки в этом мире. Это Мадараджи Саликин приводится. Шестое. Вред, который роскошество наносит телу. Тело роскошествующих людей лишены выносливости и подвержены болезням, потому что Аллах приспособил тела людей к перенесению трудностей. И если человек поступает наперекор своей инстинктной природе, то болезни постигают его одна за другой. Почему? Потому что он в роскоши был. Ибн Раджаб приводит в своей книге, он говорит, ему не было велено избегать, сказал он, ему не было избегать холода таким образом, чтобы вообще никогда не чувствовал его. Ибо в этом тоже заключается вред. Один из правителей так берег себя от зноя и холода, что ему вообще никогда не доводилось чувствовать их. И внутренность его испортилась, и он быстро умер. Латаифуль Маариф книги называется у него. То есть, слишком, когда человек боится холода, слишком, когда боится жары, слишком это нельзя. Надо привыкать к трудностям. Роскошество сказывается на здоровье, ослабляя иммунитет человека и лишая его способностей справляться с трудностями, которые встречаются ему на жизненном пути. Седьмое. Роскошество заставляет человека напрасно тратить время. Роскошествующий человек попусту тратит время в поисках новых удовольствий и наслаждений. И если бы он понимал важность и ценность времени, он не стал бы растрачивать его на мимолетные наслаждения. Ибн Аббас говорит, да будет доволен Аллах, передает, что пророк, саллаллаху алейхи, сказал, две милости люди не ценят должным образом. Здоровье и свободное время. Хадис Бухари приводится. Здоровье, сколько людей здоровья, они не понимают, что они делают этим здоровьем и также своим временем драгоценным. Восьмое. Роскошество делает человека ленивым в поклонении. Да, когда есть все, когда-то люди поклонялись, холодной водой делали омовение. Как сегодня лампочек не было, как сегодня возможности не было, люди вставали и делали молитву, поклонялись Аллаху, читали Коран, изучали религию. Сейчас, как больше у людей роскоши, больше удобств, больше возможностей, люди даже не учат чтение Корана. Не хотят они, чтобы Аллах к ним обращался. Человек, не читающий Коран, он не хочет, чтобы к нему Аллах обращался. Когда ты молишься молитве, намаз, когда ты делаешь, ты обращаешься к Аллаху. А когда ты читаешь Коран, Аллах к тебе обращается, дорогой брат. Роскошество делает человека ленивым в поклонении.
А чтение Корана, намаз – это поклонение. Роскошествующий человек стремится ублажать себя всеми возможными способами и не находит времени для чтения Корана. То же самое можно сказать и о посте, и не постятся. В ночных молитвах они не бывают. Им нужно постоянно говорить или он не понимает, что он теряет самое драгоценное время. Его степени в раю должны были подниматься. Когда он не поклоняется, не служит Аллаху правильным образом, не делает поклонений, его степени не будут подниматься просто-напросто. В ночных молитвах, других видов поклонений человек должен был быть. 9 и последний, сегодня закончим. Роскошество развращает общество. Роскошество, да. Мы не говорим, что удобства не должно быть. Мы не говорим, что, как говорится, технологии не должна быть. Нет. Должна быть умеренность во всем. Роскошество членов общества делает это общество ленивым. Уменьшая производство, не производят они. Они, наоборот, становятся потребителями. А эти потребители иждивенцы, если еще хуже получается. Итак, как мы сказали, роскошество членов общества делает это общество ленивым. Не бывает дохода для общества. Уменьшает производство. Оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности. Сельского хозяйства. Это роскошь, роскошество, они не занимаются производством. Они становятся кем? Потребителем, наоборот. И оказывает влияние это роскошество на сфере человеческой деятельности, как сельское хозяйство. Мы же нуждаемся сегодня в сельском хозяйстве. Кушаем, пьем, сметана, молоко, хлеб и другое. Люди кушают же, кушают. А для того, чтобы у нас была экономика, чтобы мы были сильны, что нужно? Чтобы люди работали. А те, кто привыкли к роскоши, не будут работать. Те, кто привыкли к роскоши, не будут они работать. Их нужно учить работать. Итак, промышленность, торговля и так далее. Потому что привычка к роскоши заставляет людей растрачивать время и здоровье впустую. Итак, люди кушают, жрут, кушают, и наполняются они. И становятся они жирные. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, становиться жирным от безделья – это признаки конца света. И люди будут умирать от жирности. От этого безделья приходится потом им покупать какие-то велосипеды. Или, скажем, баракаллаху фикум, спортзалы ходить. Почему? Потому что слишком много кушает. Слишком много сладостей кушает. Слишком много еды кушает. Наслаждается в ресторанах. И таким образом роскошествующие люди, общество себя губит. Она не производительное общество. Она потребительное стало. Баракаллаху фикум. Следующая, иншаллах, тема у нас будет «Как бороться с роскошеством». Если есть вопросы, спрашивайте.